Добрый день. Добрый день. Нам очень приятно, что сегодня мы впервые проводим такой телемост со славянской землей, с нашими братьями и сестрами из города Белграда. Сегодня у нас присутствуют представители исполнительной власти, законодательной власти, отдел по делам молодежи города Ростова-на-Дону, городская дума в лице депутата городской думы Олега Вячеславовича Соловьева, представитель сербского сообщества здесь, студент Ростовского государственного университета Милош, также руководитель Центрального центра поддержки гражданских инициатив Юлия Владимировна Мельникова и наш известный блогер ростовский, а также член Совета средств массовой информации при Государственной Думе Российской Федерации Вадим Манукян. Цель нашего сегодняшнего телемоста – знакомство. Цель нашего сегодняшнего телемоста – это старт наших таких дипломатических отношений общественных. И так как мы приезжаем в рамках движения «Дороги славы. Наша история» в город Белград, обсудить будущие наши планы и наладить отношения дружественные между городом, между страной в нашем лице большой России. Меня зовут Ася Компаниец, я руководитель движения «Дороги славы. Наша история». Хотелось бы познакомиться с вами, коллеги. Начну, наверное, я. Я являюсь председателем Координационного совета Российских соотечественников Сербии и также председателем общества из родственника. Мои коллеги Марьяна Младенович, член Всемирного Координационного совета российских соотечественников и председатель общества «Россия». И Никитович, председатель общества «Всесоюза» и член Национального совета русского меньшинства. Мы немножко сегодня расскажем о нашей работе и познакомим вас с Очень приятно. Наверное, начнем с вас. Вы нам расскажете о том, какие планы взаимодействия идут с большой Россией. Мы хотим поделиться с вами своими планами и тем, что делается у нас здесь в рамках международного сотрудничества, в рамках молодежной политики и в рамках исторической памяти. Координационный совет работает уже 12 лет, объединяет около 60 организаций, волонтерские организации русских соотечественников, которые стараются на всех городах работать по вопросам русского языка и культуры, выставки, концерты, также и по патриотическому вопросу восстановление ищем также солдаты, которые родственников. У нас с Россией большие, но иногда существует сотрудничество преодолимо, и есть возможность работать дальше. Мы знаем, что в Сербии идет такая, объединение. Очень много русского населения, проживает в Сербии. Очень много русских с 3 потоков эмиграции. Первая это была в 17 году, после революции. Потомки, выходцы кадетов, выходцы наших казаков, которые оказались волей судьбы в Белграде.
И нам, конечно, очень приятно, потому что мы в рамках движения, в рамках общей деятельности занимаемся исторической памятью, занимаемся сохранением общих исторических ценностей. И я думаю, что, наверное, мы начнем с Андрея Васильевича Косенко, с начальника отдела по делам молодежи города Ростова-на-Дону. Он человек очень дипломатичный, любит международную деятельность и активно идет на все инициативы, связанные с международной деятельностью. И тоже очень ему интересна эта история. Я думаю, он расскажет, да, про процессы, которые происходят в городе Ростове-на-Дону. Да, спасибо большое. Во-первых, приветствуем от имени администрации города, наших коллег, кто сегодня на той стороне телемоста. Спасибо Асям Барцумову, что организовали вот в таком формате. Нас пригласили всех, пригласили участников здесь в студии, чтобы поделиться опытом и посотрудничать. Безусловно, мы хотим развивать международные молодежные обмены. Есть у нас хорошие связи с Германией, город-побратим Дортмунд. Вот буквально через неделю мы едем с делегацией на конференцию городов-партнеров-побратимов Германии и России. В прошлом году мы встретились с делегацией из Сербии, город Новый Сад. Они нас информировали, что в этом году в Сербии проводится год молодежи Сербии, с чем мы хотели своих коллег также поздравить, молодых людей. Ну и намерены сотрудничать и с нашими братскими народами, у которых есть историческая, так скажем, связь, историческая наша общая память, которая объединяет, особенно молодых людей, должна, вернее, объединять в будущем. И, безусловно, тот старт, который скоро мы дадим, «Дороги славы. Наша история», я хотел бы отметить, что это единственный автопробег, который инициирован от города Ростова-на-Дону, Ростовской области, да, в целом региона, потому что мы ежегодно до 10 таких автопробегов встречаем из других городов и других даже стран. Но у нас никогда не было автопробега, и благодаря инициативе Асям Барцумова такой автопробег появился с 2016 года и вышел уже за пределы Российской Федерации. И благодаря поддержке вашей это будет возможно и в этом году, учитывая разные события. И Милош был на презентации фильма «Балканский рубеж», 20-летия трагических событий югославских, да. И наши ребята из ансамбля «Успех», клуб «Юная армия», патриоты Ростова, участники проекта «Историческая память» поддержали также это мероприятие, посетили данный кинопросмотр. Поэтому мы готовы продолжать, развивать, расширять наше сотрудничество. Будем рады. Спасибо. Спасибо, Андрей Васильевич. Я хотела сказать, что у нас в рамках всей нашей деятельности, деятельности нашего города, очень активная ведется позиция по отношению к международному сотрудничеству. Мы тоже едем с определенной целью начать дружить, иметь такие ниточки между югом нашей большой России и Сербией, сотрудничать в культурном плане, сотрудничать в образовательном плане. Большое спасибо всем нашим структурам Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые присоединились к нам в этом движении, Россотрудничеству, которое нас поддержало в лице руководителя федерального агентства и всех тех руководителей, которые встречают нас по ходу движения. И говорить можно, конечно, бесконечно, но самая главная ценность в любых отношениях – это сохранение общей исторической памяти. У нас страна больших контрастов и огромной истории. Естественно, истории, которые очень плотно связывают нас с Сербией. И не просто так, наверное, в этом году наш маршрут лежит в Белград. Наш президент, наше правительство Российской Федерации, это всем известный факт, очень активно сотрудничает с Сербией. И исторические события, историческая память нас очень сильно связывает. Связывает и в религии, связывает и в общих, наверное, каких-то генетических направлениях истории. Я бы хотела сейчас предоставить слово нашему соратнику, человеку, который нас всегда возглавляет, помогает и занимается с нами этим направлением, депутату городской думы города Ростова-на-Дону Соловьеву Олегу Вячеславовичу, который также является координатором проекта «Историческая память» в нашем регионе.
Спасибо большое. Уважаемые друзья, приветствую вас от лица главы города Ростова-на-Дону, председателя Ростовской-на-Дону городской думы Нерохиной Зинаиды Васильевны. Она не смогла сегодня прибыть, но вместо нее здесь я и вся наша Ростовская-на-Дону городская дума в полном составе знает и поддерживает этот проект, эту инициативу. Мы очень довольны и очень с большими надеждами смотрим на вот то, что молодежь, донская молодежь, молодые юные ростовчане, талантливые ростовчане собираются отправиться в ваш город, познакомиться там со своими сверстниками и, конечно же, выстроить какие-то дипломатические, мы говорим о народной дипломатии, взаимоотношения. Это именно те отношения, которые являются основой всего, что существует между народами, между людьми, поскольку городская дума – это тоже, скажем так, образование муниципальное, выборное. Мы представляем ростовчан, и эта инициатива нам очень приятна. Конечно же, мы надеемся на теплый прием нашей делегации с вашей стороны, и, безусловно, наши ребята едут не с пустыми руками, у них большой пласт и много заданий на тему исторической памяти, поскольку действительно очень много чего нас связывает, наши народы, наши государства, и еще очень много чего нам предстоит построить. Да? Что-то мы утратили, и мы ни в коем случае не хотели бы утратить это навсегда. Поэтому ребята едут с благотворительной миссией восстановления исторической памяти. Особенно остро стоит вопрос памяти героев Великой Отечественной войны. Ребята собираются посетить воинские захоронения в Белграде, в других городах. И у них есть культурная миссия. Как вы на это смотрите, коллеги? Что у вас, какие инициативы есть по этому поводу? Могла бы вам сказать, что в каждом городе Сербии существует память советским воинам, освобождавшим эти города. Очень много советских воинов погибло при освобождении не только Белграда и Нового Сада, но и южнее от Белграда. Все от Бреновца, Младенца до Врани. Вы знаете, что сегодня Сербию освобождали часть всего Украинского фронта, которые фактически, освободив Сербию, и дальше пришли и освобождали другие страны, которые раньше входили в состав Югославии, Македонию, Черногорию и другие бывшие югославские республики. В каждом городе существует памятник погибшим советским воинам. Мы попробовали вам переслать фотографии, которые я сделала в своем регионе, одного ухоженного и восстановленного памятника в городе Кузнец и одного старого и менее ухоженного памятника в городе Павличин, где существует общественная организация российских соотечественников, памятниками ухаживают. Это можно увидеть и памятником в Новом Саде. Здесь присутствует председатель общества соотечественников России. Они уже 12 лет ухаживают за памятником советским воинам в Новом Саде. Дело в том, что погибшие советские воины были похоронены на разных кладбищах в городах Сербии. После этого, после войны, где-то в начале 50-х годов, принят указ о том,
что аспектные остатки ассетитов собрать в одном месте и хранить на одном братском кладбище. Было определено место. Это место в городе бывшее Святозарево, сейчас Ягодина. Там огромное, самое большое в Сербии кладбище советских войск. Так что памятники погибшим с их именами стоят во всех городах. Но основное захоронение всех советских солдат находится в городе Ягодин. Спасибо, Ирина. Вы знаете, для меня это очень важно. И то, что вы затронули Второй Украинский. У меня дедушка в составе танкист, в составе Второго Украинского освобождал Европу. Это действительно, я из детства знаю все эти истории, как проходила европейская кампания освободительная. И а для ребят очень важно все-таки в рамках проекта «Историческая память», именно в рамках нашего проекта осуществляется автопробег, провести мониторинг, посмотреть своими глазами, насколько ухожены памятники, могилы нашим воинам. И по итогам их визита мы будем иметь информацию, и с вашей помощью будем что-то для этого предпринимать. Если где-то вдруг что-то по какой-то причине забыто или заброшено, вот с помощью тех дипломатических связей, механизмов, которые мы можем рассчитывать, мы, конечно же, будем включаться, чтобы устранять. Но я уверен, что такого нет, тем более такого нет в Сербии, конечно, это редкий случай. Нужно вам сказать, что есть техники, которыми ухаживают гораздо хуже, чем, например, в нашем регионе. Общество госпожи Марины также восстановить, что средствами города побратима Ельца восстановить памятник советским в Тростенке, в окрестностях Тростенка. Мы в Крушевце собрали с помощью наших поисковиков архивные данные о погибших в городе Крушевце на берегу реки Росины. На этом памятнике, фотографии которого я вам показала, есть перечень имен, но не полный. Получили от наших российских поисковиков архивные данные. Память нужно вписать еще несколько имен наших солдат и офицеров, пострадавших от тяжелых ранений. Они также оставили свою жизнь и свои дети на территории Сербии. Мы вас приглашаем в рамках вашего путешествия посетить наш регион, посетить наши памятники, а также посетить общего захоронения в городе Ягодине. Спасибо большое, Ирина. Очень приятно. Действительно, мы видим, что мы единомышленники в этом вопросе. И, конечно же, у нас просто много желающих высказаться. Я думаю, что передаю Асе, как руководителю нашего круглого стола, слово. Спасибо. Спасибо, Олег Вячеславович. Хотелось бы слово предоставить, наверное, человеку, который сегодня нас, так сказать, связывает как мостик между двух государств. Человек, который родился в Сербии, обучается в России. Милош, он расскажет о себе, расскажет, какой процесс у нас идет интеграции совместно государственный и как живется ему здесь у нас. Давайте начнем с того, как я живу в России. В принципе, я здесь чувствую себя как дома. И люди очень приветливые, и постоянно приглашают домой, относятся ко мне как к своему родному. И я не могу сказать, что я скучаю так сильно по Сербии. И просто из-за того, что я могу сравнить Сербию с Россией полностью. И кроме родителей и девушки, мне здесь ничего я ни по чем не соскучился.
Вот честно. Кроме того, я очень рад, что наши государства наконец-то начали сотрудничать друг с другом, и что поднимаются вопросы, которые как бы забрасывались в течение этих 15-20 лет как-то под ковер. Наконец-то вот некоторые артисты, известные в России, в Сербии, как Милош Бикович, начали как бы всячески стараться, чтобы на более раскрыть культуру Сербии, России и культуру России, Сербии. С тем связи Ася Амбарцумовна и ансамбль «Успех» как бы приедет в Белград, не только в Белград, но в Сербию, расширять наши братские отношения, дружеские отношения. И я очень рад, что я в этот момент буду в Белграде и встречу своих друзей и расскажу им про нашу взаимную историю, которая вот продолжается больше, чем 800 лет. Все помнят, когда Владимир Путин приезжал 17 января в Белград, он посетил храм Святого Саввы, а именно это и начало наших взаимных государственных отношений вот, в истории, как бы. Несмотря на факт, что как бы, наше государство официально сотрудничает 186 лет как бы, с момента начала как бы, дипломатических отношений. Вот. Это все, что как бы, я хотел вам сказать. Нам очень приятно, что... Я могу, я бы... Да, Белград, могу да. я немножко нашему Милошу из Сербии, во-первых, приветствовать, как мы русские и Сербия, ты в России, да? Как все-таки чудно устроен свет, и не знаешь, в какое время будешь. Наверное, есть эпоха, в которой мы живем. Они уже сказали, здесь и ты сейчас вспомнила дипломатии, 100 лет российской дипломатии отмечали в прошлом году. Это вроде бы такой большой, вот, в котором выстраивались наши отношения. Они переживали разные периоды, скорее всего. Но в настоящее время после всего, что пережили, очень в прошлом веке и в этом веке, что пережили вот, они сейчас выстраиваются на другом уровне отношения. И молодежь в выстраивании отношений народной дипломатии имеет очень большую роль. Я слышала, что в прошлом году делегация была в Новом Саде. Я сама живу, работаю в Саде. Конечно, нам было бы очень интересно знакомиться с той молодежью, которая приезжала, их интегрировать в наши мероприятия, в наши проекты, которые у нас одна информация также может быть к нашему региону. Сад будет культурная столица в 2015 году. Если в этом году это столица, то в 2021 году это будет культурная столица, в которую во все эти мероприятия также может включиться молодежь. Вот это российско-сербская молодежь, на которой мы делаем акцент в нашей работе. И особенно, если это касается работы с регионами Российской Федерации, потому что, Москва, столица, Санкт-Петербург, это уже очень хороший проект, который работает. Это проект «Здравствуй, Россия», новые поколения, и образовательные программы. Такие Ростов-на-Дону, Салихард, например, в этом году на делегация участвовала у нас в акции «Бессмертный Белград». Значит, зала за сотрудничество с регионом Российской Федерации очень много. Это от до патриотического воспитания молодежи, до исторической памяти. Конечно, вот вся молодежь, которая сейчас в наших экранах, мы с удовольствием хотим видеть в наших мероприятиях. И тебя, Мила, конечно. Спасибо. Если я буду в Сербии,
я обязательно приду и как бы поучаствую. Мне очень жаль, что я сейчас жаль. Я очень рад за то, что меня направили в Россию, да, но все-таки я скучаю по Сербии. Много я планирую вернуться обратно и помочь устраивать дальше отношения. У меня в России очень много друзей в любых городах, даже от Владивостока прямо до Санкт-Петербурга. Я этим горжусь. И горжусь этим, что я уже 3 года живу в России, и ни одного проблемы у меня здесь не случилось. Я хотел бы именно, чтобы и моим русским друзьям так хорошо было в Сербии, когда они приедут, и надеемся, что будем расширять эту нашу дружбу все больше и больше. И что завтра наши дети и внуки будут продолжать эти традиции, которые мы сегодня будем поставлять. Спасибо. Януша, из какого города? Тут я недалеко от вас живу. Я помню вашу библиотеку, я тут подавал документы на грант и в 2016 году. Очень часто я приезжал к вам в дом, и мне очень нравится, что наконец-то русский дом взялся, то есть не взялся, а что разрешили все-таки политики намного открыть культурные двери России в Сербии, и что вы всячески приглашаете очень много культурных ансамблей и устраиваете концерты. Я этим горжусь. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо большое, Милош. Мы не просто так акцентировали внимание на вопросы культуры, исторической памяти. У нас уже пришли поздравительные приветственные адреса от министра культуры Российской Федерации Мединского к старту нашего автопробега. Готовится приветственный адрес от ансамбля «Себры», именитого коллектива Белоруссии. Мы вышли с инициативой на гражданина мира и мира Кустурицу поддержать нас. Также у нас готовится приветственный адрес от руководителя Бессмертного полка Российской Федерации Василия Ланового. То есть мы собрали тех активных людей, именитых стран, культуры, показать в общем порыве, что мы хотим дружить, мы хотим сохранять, мы хотим уважать, кланяться и поклоняться своей памяти, потому что на вашей земле лежат люди наши, на нашей земле лежат люди ваши. И в целом у нас много общего. У нас общая история, у нас общая культура, у нас общие исторические ценности. Я бы хотела сейчас слово предоставить Юлии Владимировне Мельниковой. Максименко, извините. Мельникова, да. Я приветствую вас от лица всех жителей Ростовской области. Я очень рада, что наше движение наконец-таки объявило свой старт сегодня. И очень рада участвовать в этом движении. Наш президент очень поддерживает развитие волонтерства, развитие некоммерческих организаций на территории всей России. И особенно тех некоммерческих организаций, которые занимаются сохранением исторической памяти, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи, которые занимаются в целом прогрессированием нашего общества, и особенно на международном уровне. Я как руководитель Центра поддержки гражданских инициатив и как руководитель федерального проекта делаю все для того, чтобы объединять некоммерческие организации в этих общих целях, развивать и поддерживать гражданское общество, а также, конечно, теперь и налаживать наши международные отношения. Я уверена, что у нас все получится, и мы будем их налаживать вновь и вновь, из года в год, и воспитывать свою молодежь с этой патриотической задачей. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Юлия Владимировна. Но главная, конечно, задача, говорю, это у нас культурная миссия и историческая память. Историческая память, потому что это главный стержень, главный стимул для развития дальнейших отношений. Как только люди забывают своих дедов и прадедов, свою культуру и свои традиции, они превращаются, мягко сказать, наверное, в зомби, которыми просто живут как трава и не хотят ничего помнить, только живут, кушают и танцуют и с ума сходят, правильно? И превращаются в биоматериал. Мы люди, славяне, да, по большому счету, люди русские, люди сербские, это люди те, которые живут тысячелетием в традициях, в культуре, в развитии.
И, конечно, хочется сохранить этот корень, корень славянства, корень дружбы, корень единения славянских народов. Также хотелось бы отметить, что для нас это впервые маршрут на Белград. Мы едем очень сложным путем. Мы едем через Польшу, Венгрию и Словакию. И, естественно, идем очень непросто нам это все преодолевать. Через Беларусь. Беларусь – это наше, считайте, родное наше государство. Наше движение его уже вот обкатало, наверное, лет 15 мы ездим в Беларусь. Естественно, хотелось бы также видеть и здесь ваших ребят, чтобы они приезжали и на наш Дон, потому что наш Дон силен традициями, силен культурой, силен именитыми людьми, Чеховым, Шолоховым, людьми культуры, людьми искусства, людьми науки и нашим непростым казачьим характером. Про казачий характер знает весь мир донской. Поэтому мы дойдем до вас, поэтому нас никто не остановит. Сейчас хотелось бы дать слово Вадиму Манукяну. Он расскажет, как плотно он работает с нами, как он освещает наше движение и все наши направления с исторической памятью. Более подробно со стороны, наверное, средств массовой информации, как он это видит изнутри. Да, спасибо. Добрый день всем. Очень приятно, что сегодня состоялся этот интернет-телемост. Действительно, то, что наши связи, то, о чем говорил Милош, укрепляются в последнее время, в том числе благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который посетил недавно Сербию, это действительно большой мощный толчок для развития наших отношений. Я с этим проектом связан еще 2 года. Последних 2 года я регулярно освещаю его. Был вместе в одной из, скажем так, экспедиций этого автопробега. Да, это были кстати, очень суровая пора. Это был Волгоград-Сталинград. И, собственно говоря, в те дни, когда мы были в этих всех исторических местах, это было порядка -20, -30. Погода была прям вот, наверное, приближенная к тому, что было во времена войны, да, когда но мы-то просто были в автопробеге, да, мы просто шли по этим местам, мы просто гуляли, поклонялись подвигу наших солдат, собственно говоря, можно было в какой-то мере хоть немного ощутить, что чувствовали себя наши воины, да, в то время, когда все это происходило. То есть, конечно, это вот дрожь по телу именно не от холода, а от того, что ты осознаешь хоть немного, что люди пережили, что прошли и к чему это все, скажем так, привело. И хорошо, что все это завершилось большой и великой победой. Я еще хотел бы сказать о том, что вот у меня в числе подписчиков, речь идет о маршруте, большое количество и словаков, и сербов. Именно людей, сербов, они очень любят писать. У меня на социальной сети Facebook, когда вот у нас особенно праздники, особенно 9 мая, действительно много пишет сербов. Меня на страничке поздравляют с нашим общим праздником, с Днем Великой Победы. То есть вот чувствуется, что люди как бы объединены единым культурным кодом, единой исторической памятью, и действительно мы все в этом плане едины. То есть тот момент, что мы какое-то время были немножко разъединены, некоторое время, буквально, может быть, лет 10, это абсолютно не соответствует нашему историческому взаимопониманию и этим отношениям, которые у нас исторически сложились. Да, вот речь о том, что у нас дипломатические отношения уже почти 200 лет, да, им, и это тоже стоит помнить. И хорошо, что сейчас они вышли на определенный новый пик, и я хочу сказать, что сегодня прекрасный день, мы все вместе. И спасибо всем. Хотелось бы... Я могу сразу же видеть каких-то предписаний в отношении средств массовой информации. Значит, если говорить о средствах массовой информации, да. То есть вы должны понимать, что действительно к этому
мероприятию и к этим вещам большое внимание, потому что, скажем так, Сербия находится в сфере интересов Российской Федерации, это безусловно, потому что дружба с этой страной, она действительно важна для России. И, безусловно, СМИ освещают все то, что касается наших взаимоотношений. То есть вы можете не сомневаться о том, что всегда смотрят за тем, как происходит, какие миссии между нашими странами, какие вещи происходят. То есть вы можете, собственно говоря, отметить по медиа, по российским, увидеть по выкладке по Сербии, по российско-сербским взаимоотношениям. То есть регулярно, постоянно, каждый день идут какие-то новости, мы видим, мы все это видим, да, то, что у вас происходит. А я говорю, мне проще на самом деле наблюдать не только с точки зрения медиа и СМИ, а и с точки зрения социальных сетей. Это тоже в том числе сегодня большой пласт медиа, да, и СМИ. То есть социальные сети сегодня становятся очень мощным оружием, которым нужно пользоваться всем для того, чтобы укреплять эти взаимоотношения. Знаете, спасибо. Смотрите, я хотела вам сделать конкретное предложение. Средства массовой информации в комбинации с социальными сетями. У нас в Москве 10 лет своя радиопередача «Окно в Россию» выпускают наши соотечественники. Она частично поддержана фондом «Русский мир», выпускается при поддержке фонда «Русский мир», частично при поддержке администрации нового сайта. С прошлого года эта радиопередача на государственном канале национальных меньшинств. Радиопередача на русском языке. Она размещается и в социальных сетях через X-Club. И вот я конкретно предлагаю, все, что вы говорите, отслеживать информацию по сети, особенно когда в связи с какие-то совместные акции сербско-русские направлены конкретно нацеленные на ваш регион, присылайте нам информацию. И мы эту информацию будем освещать радиопередачи. Это государственный уже всех государственный ресурс. Вот она входит каждую неделю. И второй блок следующий году будет посвящен исключительно мероприятиям по 75-летию победы над фашизмом. Да, я принимаю это предложение. Мы обязательно обменяемся контактами. Все, что касается этих взаимоотношений, я готов максимально сотрудничать с вами по этой теме. Прекрасно. Вы знаете... Я хотела бы еще представить нашего члена этой дискуссии, что сказать, старого члена нашего да. Светлана Ильич является представителем общества белой иммиграции. И самое интересное, как говорится, в истории, начало истории русской истории Сербии, она вам немножко расскажет. Пожалуйста. Я нахожусь в этом положении, что я тоже готова к белой миграции. И на счастье мы готовы к белой миграции, то есть те, которые в 17 годах из России, речь все, что они оттуда привыкли. Здесь дать огромный печать. А сама история отношений дипломатических или не дипломатических относится еще на 9 век, когда развивалась письменность. У нас и русский у всех был старый язык, тот же. Значит, можно было церковные книги читать, было обменяться какими-то опытами. И все еще продолжается очень усиленно, можно сказать. Я вам немножко прочту. Во-первых, почему были такие хорошие отношения в 9 веке, и один и другой христианство. У них было русские, а у других было рас, серб, это называлось рас. Значит, вот начало.
В 17 и 19 века были очень хорошие отношения между славяно-сербским языком. Я не буду вас очень много обременять. Да, я только скажу, что Елена Якшич была бабка царя Ивана Грозного. Сюда, с Дуная, из места Голуба. Сава Владиславович Ханибала Сырбин, а он прадед муж, как вы уже знаете. Потом Зорич был в Санкт-Петербурге, очень известный поданный, Теодор Киевский и генерал Милорадович. Значит, все сербы, которые были в службе Русского царства в время, в то же самое время русские книги, церковные, священники, когда здесь появилось Отоманское царство, турки завоевали Сербию, благодаря русской культуре, которая через церковь сюда приходила, остался и здесь язык, и гречка, и греческий, и славянство. Значит, я не хочу много вас объяснять здесь. Настала русская революция, люди уехали из России. На счастье здесь, не только из Европы, уехали из Реквиция. Уехали богатые, это другое место, а интеллигенция сюда приехала через королевство Югославии, уехала в Францию, в Англию, в Германию, Италию даже. Свыше 1000 человек. Отношения, да, конечно, с коммунистической страной не. Я считаю, и не только я думаю, это самое богатое отношение. Все так называемая сербская турецкая школа. Что значит? Здесь не было зданий, не было больниц, не было культуры. И это все сюда снесли русские. Они тоже не жили здесь. Геодезия – это русская база. Русские поставили геодезию. Все поставили русские офицеры свои военные формы. Военные музеи, все это можно видеть. Это я вам на тот момент, когда вы пришли сюда. К сожалению, после Второй мировой войны, который очень мог сказать спасибо русским здесь, и вы можете в каждом городе, как я сказала, найти и кладбище метро какого-то году. Люди стараются ухаживать за этим. И, конечно, не всегда, но стараются вспомнить эту войну, где русские 100% поддержали освобождение. Был период так называемого инкубатора, исторический момент, когда русские и сербы не дружили. Но мне столько лет, что я первый рус после этого это была гида. И могу вам сказать, где-то с 60-х годов русские туристы здесь первые и главные. Кроме того, тогда уже начали многие искать своих бабушек, дедушек, которые здесь. Отношения с того времени не переменились, отношения хорошие. Я могу только торговые, культурные. На счастье, в Белграде такой модернистский дом в 1903 году. Его построили русская делегация. Так что у кого были деньги, он давал деньги, у кого было кольцо, давал кольцо. Вы молодые, многие из вас читали историю, может быть,
так неплохо вам сказать. Мы находимся как белое объединение в составе это русской диаспоры, и мы, так как мы дружим, значит, вы будете приезжать, вы будете дружить с всеми нами. А мы тоже можем сказать тем, что из нашего объединения внука врача русского учится на факультете в Ростове. Нам очень приятно. Я надеюсь, вы нас ждете. Мы к вам доедем. И ждете, да. Нам, конечно, приятно, что тема российско-сербских отношений, она вот поднялась на волне, наверное, конца прошлого года, начала этого. И то, что вышел на экраны фильм «Балканский рубеж», на который всколыхнул, наверное, исторические события 20-летней давности и показал современной молодежи, в чем вообще история и суть проблем, да, которые происходят на Балканах. И, естественно, для нас, как для православных людей, святое имя человека равноапостольного Андрея, который является поклоняемым святым и в Сербии, является знаковым. Недаром главного героя фильма зовут Андрей. И очень хочется верить в то, что все, что было 20 лет назад, прошло, и новое будущее, которое строится сейчас между Россией и Сербией, между нашим регионом, между Доном, между большой Россией и Сербией, это большое будущее. И общие ценности, общее начало, которое есть в нас, будет жить дальше, как сказал Милош, в наших детях и внуках. И мы будем приходить в общие храмы, мы будем приходить к общим могилам, кланяться общей исторической памяти, жить в общем порыве, друг друга любить и уважать, и помогать друг другу, оберегать друг друга. Ведь это не секрет, большая Россия всегда была большой сестрой большой Сербии. Очень хотелось бы, чтобы этот телемост был первый, самый первый. И их прошло очень много дальше, не только с Ростовом, а со всеми регионами большой России. Ну а мы будем как первоначальники, к вам часто обращаться, может быть, не физически, а по интернету. Вы согласны с нами? Да, Конечно. Конечно, согласны. Я думаю, что мы уже сделали небольшой шаг. Например, наше общество является побратимилом с городом Тростовиком. И остальные города Ростовской области продолжат нашу инициативу и направим и впоследствии побратимам. Интересно тоже. Спасибо. Я хотела добавить, тому, что сказала Светлана Юрьевна, что Ростов-на-Дону мужского казачества, что после первая волна иммиграции, которая была в начале 20 века, после революции и гражданской войны, которая в следующем году, столетие в следующем году, сказать следующее. Существуют данные, которые говорят, что на территории Сербии после Первой мировой войны, после большой волны миграции, была одна казачья колония, из которой две были. Маленький секрет, дорогие женщины, с нами едет казачий ансамбль. Большое вам спасибо на этом, и мы вас приглашаем к нам. Будет сюрприз. У нас лето культур. Мы вас примем в Рыбарской бане, так и в наших городах нашего региона. То заранее нам сообщить о вашем приезде. Ну, мы теперь будем дружить, и, естественно, сообщим. Мы приезжаем в Белград 12 июля. К обеду. У нас будет круглый стол в Россотрудничестве, творческое выступление, и мы будем 13 и 14 находиться на территории Белграда.
будем посещать храмы, будем посещать захоронения. И у нас очень большая, плотная программа. Если вы нам поможете, будете рядом с нами, мы будем очень счастливы, потому что мы хотим дружить на длительное время и делать совместные большие проекты и дела. Вам всего хорошего, здоровья, солнца, любви и всего самого замечательного. И надеемся, что сегодняшний старт – это только начало. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Мы, в свою очередь, часть мероприятий, которые уже традиционно по 10-15 на государственных площадках, все организовываем наши мероприятия, которые хотели видеть и регион нашей федерации, которые включились. Мы очень рады с вами познакомились. Это было наше первое общение с ними. Мы уверены, что не последнее. Спасибо вам за инициативу. Спасибо. Спасибо. До свидания. Между прочим, у вас есть город, который, то есть встреча, которая называется «Сердце». Прочтите.